Здравствуйте, эфир телеканал БСТ продолжает новости. Мы подводим итоги недели. В студии Елена Насырова. И вначале коротко о главном. Отголоски теракта. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Неделю омрачила крупнейшая террористическая акция последних лет. Как в республике оплакивают погибших в подмосковном Крокус-Сити-холле и что говорят башкирские музыканты, которые должны были играть тот день концерт. Подготовились к началу мероприятия. В этот момент раздались вот эти звуки, эти хлопки и выстрелы очередями. Путь длиною в 30 лет. Это сложный очень инженерный объект, 1200 метров тоннель. Почти 3 километра мост, 10 километров дороги. В Уфе завершили стройку века «Восточный выезд». В числе первых автомобилистов по новому путепроводу проехался и наш корреспондент Руслан Батыргариев. От федеральной трассы М5 до проспекта Салавата Юлаева за 10 минут. Поздравляем, вы банкрот. Доходы гражданина, они все арестовываются. То есть проверяется добросовестность гражданина, проверяется его имущество. Тех, кто в судебном порядке списывает свои долги, становится все больше. Вот только не все догадываются, с чем им предстоит столкнуться. Неделю омрачил крупнейший за последние годы теракт, который произошел в подмосковном комплексе Крокус-Сити-холл. Более 150 человек пострадали, не менее 133 погибли. Сегодня в стране общенациональный траур. В учреждениях приспустили флаги, отменили все развлекательные мероприятия. Я напомню, что террористы ворвались в здание, где люди были в ожидании концерта, и устроили массовую стрельбу, а также подожгли сам концертный зал, в результате чего в здании начался сильный пожар. Многие из жертв не смогли вырваться из горящего плена. Сообщается, что среди погибших целые семьи с детьми. Как рассказали в ФСБ, предполагаемых подозреваемых, причастных к теракту, задержали. Все они находятся на допросе. Ради Хабиров выразил глубокие соболезнования от всего Башкортостана родным и близким погибших в Крокус-Сити-холле в Подмосковье. В памяти о жертвах теракта во всех городах страны, в том числе и в Уфе, организовались стихийные мемориалы. В башкирской столице люди продолжают нести цветы к памятнику семье, расположенному возле торгового комплекса «Мир». Трагедия вызвала сильный отклик. У некоторых в Крокус-Сити-холле пострадали друзья. У меня живет сын с своей семьей в Москве. И год назад где-то мы были в Крокус-Сити с внучками. То есть это может случиться, вот это ужасно просто. Не дай бог кому-то вот это вот испытать все, родственникам погибшим, и этот весь ужас, что там произошло. Вчера до часу ночи не спала, я просто молилась за то, чтобы все было хорошо. Это не описать словами, это просто надо чувствовать. Это трагедия не просто для Москвы, это для всей России. У меня сейчас дрожит голос, я не знаю, что сказать по этому поводу. У меня лично есть там друзья, которые были на этом теракте, это просто ужасно. В тот день в Крокус-Сити-холле должен был начаться концерт рок-группы «Пикник». Среди участников было 2 уфимских музыканта, оба не пострадали. Один из них – скрипач Рустем Сулейманов. Он поделился с нами подробностями того дня. Значит, когда уже подготовились к началу мероприятия, в этот момент раздались вот эти звуки, эти хлопки и выстрелы очередями. Естественно, сразу стало понятно, что это теракт, и, слава богу, прибежал наш маэстро, наш дирижер. Очень вовремя он скомандовал к эвакуации, и не могу сказать, что была какая-то особая паника, а паника была среди зрителей, потому что они все с портера поднялись в нашу сторону, в сторону сцены. Там по краям, вы знаете, под прожекторами есть эти маленькие лесенки. И вот все зрители, которые были внизу в портере, они все двинулись в нашу сторону, и мы с оркестром вот выбежали через служебный вход слева на парковку и дальше уже бежали. Конечно, я собрал наших девочек там из оркестра, и потому что они не знали, как действовать в этой ситуации. Мы убежали в торговый центр, весь его прошли насквозь, потому что мы были без одежды, довольно холодно было. И
Потом уже встретились с нашей другой группой из оркестра и укрылись в церкви. Добавлю, что в городах республики, как и по всей стране, на многих баннерах вместо рекламы траурные плакаты со словами соболезнования по пострадавшим. В храмах и мечетях прошли молебны за упокой погибших. Как говорят священнослужители, нет и не может быть никакого оправдания преступлению, совершенному террористами. Накануне президент страны обратился к жителям, пообещав оказать необходимую помощь всем пострадавшим. Путин также поблагодарил простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными, и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь и доставляли пострадавших в больницы. По его словам, во всех регионах России введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас. Еще одна трагедия произошла в Преамурье, где на руднике под завалами оказались 13 человек, в том числе шахтеры из Башкортостана. Они заблокированы на глубине около 125 метров. Обрушение произошло в понедельник. Связи с пострадавшими нет. Чтобы добраться до пострадавших, спасатели расчищают грунт, бурят разведывательные скважины и возводят водоупорные перемычки. На объекте высокая опасность затопления. В общей сложности задействовано более 200 человек. Спасательные работы продолжаются круглосуточно. Для безаварийной работы спасателей завершено возведение первой перемычки. В ближайшее время планируем начать возведение второй и третьей перемычки. Перемычка возводится для обеспечения безопасности спасателей, проведения аварийно-спасательных работ. Высотой перемычка 4,5 метра, шириной 4 метра. На неделе ЦИК России утвердила результаты выборов президента Российской Федерации. Всего в голосовании приняли участие более 87 миллионов избирателей. Явка 77,49%. На основании данных протоколов установлено, что за Владимира Путина проголосовали более 76 миллионов избирателей, что составляет 87,28%. Как отметила председатель Центра избиркома Элла Памфилова, в современной истории России подобных результатов еще не было. И это тоже показатель легитимности. В ЦИК признали выборы президента состоявшимися и действительными. По-настоящему историческое для Уфы и республики событие. Начатый более 30 лет назад инфраструктурный проект воплотили в жизнь. На этой неделе запустили движение по восточному выезду от проспекта Салавата Юлаева и до федеральной трассы М5. Одними из первых по тоннелю и скоростной трассе проехала и наша съемочная группа. Насколько комфортно и быстро, как заявляют строители новой дороги, можно выехать из города и наоборот попасть в столицу республики, расскажет Руслан Батыргариев. Многотонные грузовики и брендированные автобусы с логотипами «Терра Башкирия» получают право первыми проехать по тоннелю восточного выезда. Это грандиозное для республики событие. Инфраструктурный проект начинали еще в 1992 году с прокладки автодорожного тоннеля. Но позже работы были заморожены, всерьез за стройку взялись уже в 2019 после заключения дополнительного соглашения между правительством республики и Башкирской концессионной компанией. Это самый крупный инфраструктурный проект на территории Приволжского федерального округа. Поэтому, конечно, это большая радость и большая гордость за то, что мы сумели это сделать. Не только крупный, но и один из самых дорогих инфраструктурных проектов, отметил во время открытия восточного выезда глава республики. На его строительство ушло чуть больше 40 миллиардов рублей. Это сложный очень инженерный объект, 1200 метров тоннель,
почти 3 километра мост, 10 километров дороги. Поэтому это само по себе очень инженерно интересный объект. Безусловно, что для Уфы, для жителей нашей республики это создаст дополнительный комфорт, потому что все-таки напряженность транспортная в республике, как и по всей стране, растет в крупных городах, потому что увеличится количество автомобилистов, вообще нагрузка на дороге идет большая, поэтому это будет способствовать все-таки такой более комфортному, быстрому проезду. Уникальность объекта не только для республики, но и всей страны отметил в режиме видеосвязи заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. В целях завершения объекта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» из федерального бюджета было направлено почти 26 миллиардов рублей. Благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина, благодаря системной работе правительства вместе с регионом, нам наконец-то удалось этот многолетний долгострой, это решение реализовать в жизнь. Сначала 1 километр 223 метра под землей, далее по мостовому переходу с эстакадой через реку Уфу. Еще 10 километров пути по скоростной дороге, и автолюбители оказываются на федеральной трассе М5. Проезд по восточному выезду будет платным. Пункт взимания оплаты расположен примерно посередине восточного выезда. Это порядка 7 километров как от Уфы, так и от федеральной трассы М5. В каждом из направлений по 5 полос для взимания оплаты. Рассчитаться можно будет как по карте, так и наличными. Некоторые полосы оборудованы автоматическими аппаратами взимания оплаты. В будущем планируется ввести расчет транспондером. Транспондер – это устройство, которое позволяет оплачивать дорогу, не выходя из машины. У вас на лобовом стекле приклеен транспондер, ну и, соответственно, у него есть счет, на который укладывается денежка, и оплачивается дорога. По словам главы региона, восточный выезд даст новый толчок развитию строительства в Зауфимье, градостроительный потенциал которого 5-6 миллионов квадратных метров жилья. В любом случае, автомобильная дорога – это не ради автомобильной дороги. И не только ради пользователей, нас с вами, как пользователей автомобильных дорог. Это очередной виток формирования доступной и комфортной среды, как говорит наш президент. Ту задачу, которую он перед нами поставил, перед нами всеми, и мы, как дорожники, ее реализуем на сегодняшний день. И это развитие прилегающих территорий. Расчетная скорость движения по новой дороге 120 км в час, в тоннеле же 80. Для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты проезд будет бесплатным. От федеральной трассы М5 до проспекта Салавата Юлаева за 10 минут такое время заявляли еще по ходу строительства восточного выезда концессионеры. Дорога построена, давайте проверим, насколько это реально. Въезжаем в город со стороны трассы еще немного, и вот он, свет в конце тоннеля. Общее время в пути, как и заявляли строители объекта. Пока восточный выезд будет работать в тестовом режиме. С 1 апреля проезд станет платным. 20 рублей ночью и 100 рублей днем для легкового транспорта. Руслан Патригореев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Юбилей по-мужски и в качестве наставника для молодежи. Радио Хабирову исполнилось 60 лет. Свой день рождения глава республики начал необычно. Рано утром он приехал в парк «Патриот», где прошел патриотический форум для школьников «Мужской разговор». Руководитель региона половину дня провел с подростками, завтракал с ними за одним столом, провел зарядку, упражнялся вместе с ребятами в гиревом спорте и разбирал автомат Калашникова. А уже после спортивной части дал напутственные советы, отвечая на вопросы школьников. Подробности расскажет Артур Шамсудинов. Подтягиваем. 3, 4. Смена. 1, 2. Даже те, кто не успел проснуться сразу, после такой зарядки точно взбодрились. В одном ряду с курсантами комплекс упражнений выполняет глава республики, который сегодня выступил главным наставником, а также известные спортсмены и артисты. Капитан Салавата Юлаева Григорий Панин, силач Эльбрус Нигматуллин, боец Джефф Монсон и певец Рамиль Бадамшин. В строю также Владимир Серафимов, отец Героя России Максима Серафимова, в честь которого и назвали парк. Немножко прохладно, но сейчас вот солнце вышло, ребята сейчас немножко согреются. У нас сегодня мы действительно такой будет ежегодный проект. Я его назвал проект «Мужской разговор». Мы собрали здесь ребят в «Патриоте» со всей республики. Здесь разные ребята, здесь отличники учебы, здесь юноармейцы, здесь несколько десятков ребят, у которых отцы воюют. Перед началом соревнований школьники плотно позавтракали. Глава также вместе с ними, чтобы лично проверить качество питания. После чего на площадке парка «Патриот» Ради Хабиров дал старт зимним играм. В основной программе
программе «Военные дисциплины». Посмотрим на тебя. Огонь! Тактическая подготовка в лучших армейских традициях. Под звуки выстрелов и дымовые завесы школьники преодолевают полосу препятствий. Автомат многие держат впервые, поэтому порой совершают ошибки. Забывают, что раму сопровождать нельзя. При заряжании. Ошибка. Но это у тех ребят, которые никогда в руки оружие не брали. Нужно тренироваться. Инструкторы также оценивали навыки курсантов по военно-медицинской и физической подготовке. Наблюдая за ходом состязаний, глава республики невольно вспомнил годы армейской службы и принял участие в разборке-сборке автомата Калашникова. Главное не скорость, главное руки помнят. Да. Главное руки помнят. А также показал технику выполнения в гиревых упражнениях. Толчком можно, да? Толчок, да. Один из школьников установил рекорд, подняв железные снаряды 53 раза, за что получил в награду от Радия Хабирова именные часы. Год занимался, меньше года, это 2-3 года назад было. Занимался, выступал, брал призовые места на Башкирии. Нынешний патриотический форум собрал 250 школьников. Всего же с начала работы парка «Патриот», работу которого курирует лично Радий Хабиров, на учебных сборах побывали 15 тысяч ребят. Он подходит ко мне, я у него спрашиваю: готов? Готов. Происходит легкий удар по плечу, это означает «пошел». И в сторону движения самолета, чтобы снизить сопротивление воздуха, чтобы вас сразу не мотануло в борт, понятно? Парашютно-десантная подготовка – одна из важнейших дисциплин при обучении допризывной молодежи. В парке «Патриот» ее проводят в 2 этапа. Для обучения, например, задействуют настоящий самолет Ан-2, который, кстати, является действующим. Ну и, конечно, самая эффектная часть – это прыжки с парашютной вышки, которые уже совершили более 2500 школьников. Страшно, когда влезал, было страшно. Потом, когда прыгнул, вообще капец. А сейчас? Сейчас более-менее. Особая гордость парка «Патриот» – музей военной техники. Экспонаты пополнились 3 танками ВСУ, подбитыми в зоне спецоперации. В планах разместить здесь и другие зарубежные образцы. В этом году на территории военно-учебного центра также откроют физкультурно-оздоровительный комплекс, пользоваться которым смогут и жители близлежащих населенных пунктов. Спортивная подготовка – одна из важнейших составляющих воспитания молодежи. Здесь не только словами, здесь же и самое главное делом показывать то, что те соревнования, те навыки, которые ребята приобрели за это время, они пригодятся не только в каком-то военном воспитании, но и вообще, в принципе, в жизни. Самая главная цель и стремление к ней. Как правильно наметить жизненные ориентиры, глава республики рассказал школьникам уже в ходе мужского разговора. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Многие из курсантов интересовались, где Радий Хабиров проходил свою срочную службу в армии. 1982 по 1984 год я служил в вооруженных силах Советской армии. Это был орден Ленина, Забайкальский военный округ. Отсюда очень далеко. Есть там такой город Борзя. И там стоял мотострелковый полк, учебный полк, где, собственно, 2 года я прослужил. Армия очень нужна. 2 года, сейчас ведь год служите, мы тогда служили 2 года. Ну, это очень взрослое, на самом деле, время, там, и вы быстро взрослеете. Форум прошел в день рождения Радия Хабирова. Главе республики 60. Школьники поздравили его с круглой датой, а он, в свою очередь, рассказал, почему решил провести этот день здесь. Вот для меня это, как вы, молодежь говорит, кайф, да, говорите? Для меня огромное удовольствие вот эти вот несколько часов провести с вами и поделиться с вами вот тоже своим настроением и тем каким-то жизненным опытом, который у меня есть. На встрече руководитель региона много говорил об участниках специальной военной операции. По его словам, именно они сейчас и есть настоящие герои. Кто-то из школьников спросил, что нужно делать для того, чтобы стать главой республики, на что Радий Хабиров ответил: в первую очередь любить свою работу и делать ее хорошо. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Рустам Галямов. Итоги недели. Активный ледоход в Башкортостане начнется, когда по ночам установится плюсовая температура. В ходе авиамониторинга по рекам республики выявили, что в некоторых местах на поверхности льда уже есть вода. Обстановка под постоянным контролем. Особое внимание уделяют населенным пунктам, которые расположены близко к водоемам. За подготовкой к паводку наблюдала Полина Затолокина. С
приходом весны Леонид Бургард традиционно вытаскивает из гаража припасенную на случай паводка лодку. Мужчина живет в микрорайоне Кооперативная Поляна по соседству с сестрой. Свои дома они изначально строили так, чтобы не пострадать во время прихода большой воды в 3 или даже 4 этажа. Обычные дома, если они низко, то их затапливают. И потом там такая слякоть после этой воды очень тяжело убирается и сырость долго держится. А у вас дома что? У меня дома все нормально, вода не доходит, сырости нет, дышим свежим воздухом. Микрорайон расположен в опасной зоне между реками Белая и Дема. Поэтому готовность его жителей к паводку ежегодно проверяют в ходе рейда сотрудники управления гражданской защиты. Особое внимание уделяют многодетным семьям и маломобильным гражданам. Населению объясняют алгоритм действий в случае прихода большой воды и напоминают о существовании противопаводкового штаба. Мы принимаем звонки от населения, принимаем, где кто-то звонит, что подтапливает, где-то кого-то вывести уже подтопило. Отправляем бригады, 2 у нас бригады работают, по 6 человек, есть плюс старший еще в этой бригаде, сообщаем. Бригады на лодках выезжают, вывозят до сухого места. Также диспетчерские службы всегда следят за уровнем основных рек республики. Данные автоматически поступают с гидропостов. За ситуацией на водоемах наблюдают и с воздуха во время авиамониторинга. Смотрим, какая обстановка на наших реках. Это основные реки. Река Белая, река Сим, Инзер. Буквально мы сейчас пролетаем над Архангельским районом, населенный пункт Удунларова, где вчера мы уже проводили взрывные работы. Также в зоне риска Мелеузовский, Куюргазинский и Кугарчинский районы из-за близости к Юмагузинскому водохранилищу. Сотрудники гидроузла вместе с главами муниципалитетов отработали сценарий по нарушению работы водосбросных сооружений из-за мусора и льда. Специалисты и техника оказались к такому вызову готовы. Вот это стало у нас хорошей традицией. Каждый год перед половодьем отрабатывать всякие сценарии при случае возникновения чрезвычайной ситуации, как будет действовать персонал нашего управления, как сработают наши диспетчера диспетчерской службы и как передаваться будет информация из ДДС вот этих районов, которые расположены ниже Юмагузинского водохранилища. Взрывные работы, чернение, распиловка льда – все это превентивные мероприятия. Они необходимы, чтобы избежать заторов и резкого подъема воды. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики, лед уже тронулся. По краям, где вытекают родники, там уже начинается появляться вода, где-то по поверхности льда идет вода. То есть движение начинается, но еще пока не так страшно. Ожидаем, когда потепление уже будет, когда уже и ночью будет плюс, тогда начнутся движения на реках. Пойдет обильное потепление, пойдет обильная вода, и тогда мы уже ожидаем паводок. По прогнозам, уровень рек будет выше средних многолетних значений, а значит, в некоторых населенных пунктах подтопления все-таки будут. Особые опасения вызывают места, где не очищены водоотводные трубы. Ход выполнения этих работ проконтролируют отдельно. Время на исправление ситуации у руководителей таких участков еще есть. Полина Затологина, Роберт Давлетбердин, Виктор Миренков. Итоги недели. За последние 2 года в республике в 2 раза выросло число банкротов. Речь о людях, которые по тем или иным причинам не могут выплатить кредиты, а потому списывают долги в судебном порядке. Одни видят в этом спасение от кредиторов, вот только специалисты предостерегают. Сама по себе процедура имеет весьма неприятные особенности и последствия. По итогам 2023 года в Башкортостане было завершено более 12 тысяч судебных банкротств. С чем сталкиваются должники, расскажем в следующем материале. 23 год, январь, 12 договоров. 24 год, январь, 21 договор. То есть почти в 2 раза количество договоров увеличилось. Количество банкротов увеличивается по восходящей. В какой-то месяц больше, в какой-то меньше. Но в целом годовой прирост составляет около 30%, рассказывает Ралиф Хананов. Мужчина совсем недавно сам был банкротом. Теперь помогает избавляться от долгов другим. И он на собственном опыте знает, что тут не все так просто. Доходы гражданина, они все арестовываются. То есть проверяется добросовестность гражданина, проверяется его имущество.
Гражданин, если не банкрот, работает, получает зарплату тогда, когда выплатили, в данном случае гражданин банкрот такой возможности не имеет. Судьба банкрота во многом зависит от финансового управляющего, в ведение которого его передают. Именно он и распоряжается всеми средствами должника, урегулируя вопросы с кредиторами. Не все финуправляющие справляются со своей работой. Должник, получив зарплату, ему начислили, отработал добросовестно, получил зарплату, приходит ему на карточку зарплату, он иск снять не может. Связывается с финуправляющим, финуправляющие начинают ему обещать, и в итоге иногда даже доходит до 2-3 месяцев снятия. И вот на этот период у гражданина начинается самая основная болячка – жить без денег, научиться жить без денег. За нарушение финансовых управляющих могут дисквалифицировать. В этом случае банкротство приостанавливается, и должник вновь остается один на один с кредитором. Если не найдется новый поверенный, то процедура прекращается. При этом расходы, а это порядка 150 тысяч рублей, никто не вернет. В управление Росреестра по Республике Башкортостан поступает достаточно большое количество жалоб на действия финансовых управляющих. Это касается нарушений при выдаче должнику прожиточного минимума. На период процедуры банкротства выдается только прожиточный минимум. Все имущество должника реализуется с торгов. Поступают жалобы на нарушение при реализации конкурсной массы, злоупотреблениях со стороны финансовых управляющих, пользования средствами должников. По данным Центробанка, 57% экономически активного населения страны имеет займы и кредиты. У трети из них просрочка по платежам. Растет число клиентов микрофинансовых организаций, а вместе с ними все больше организаций по списанию долгов. Прежде чем взять сумму в долг, специалисты рекомендуют провести простую арифметику. Поддержим как раз-таки точку зрения Национального банка, что в пределах 30% своего дохода можно брать кредиты, для того, чтобы от 30% оплачивать. Все, что выше, это уже большие риски. В России за последние 8 лет банкротами признано более 1 миллиона человек. По итогам 2023 года Башкортостан занял 5-е место по судебному банкротству и 9-е по внесудебному. Несмотря на популярность процедуры, в Национальном банке говорят, что это совсем не панацея, а во многом крайняя мера, которую лучше избегать. Если вы попали в тяжелую жизненную ситуацию, вам надо обязательно обратиться в свою кредитную организацию, где вы брали кредиты, и с ними обсудить возможные варианты выхода, либо же взять кредитные каникулы буквально на 6 месяцев, можно приостановить все платежи и выплаты по своему кредиту. Либо же договориться с банком о реструктуризации вашего кредита, допустим, удлинить срок и тем самым уменьшить платежи по вашему кредиту. Если все же банкротство неизбежно, пройти процедуру можно самостоятельно, причем бесплатно, говорят специалисты. Для этого нужно обратиться в многофункциональный центр. В любой офис МФЦ могут обратиться граждане, сумма задолженности у которых составляет от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. С 3 ноября вступили в силу изменения, в соответствии с которыми расширен перечень заявителей. Необходимо подготовить следующие документы. Это заявление, это список кредиторов. В списке кредиторов необходимо указать всю информацию о сумме задолженности перед кредиторами. С этой информацией более подробно можно ознакомиться на нашем официальном сайте mfcrb.ru. Среди последствий банкротства 3 года нельзя управлять юрлицом или быть учредителем. Если человек захочет вновь взять кредит, в течение 5 лет он обязан указывать, что был банкротом. И тут уже как повезет, говорят специалисты. Исходя из практики, гораздо больше тех, кому банки отказывают в выдаче займов. Артур Шамсудинов, Виктор Миренков и Вадим Исламов. Итоги недели. На неделе говорили и о социальных работниках. В Башкортостане в этой сфере острая нехватка людей. Например, в домах престарелых и интернатах не хватает 1000 сотрудников. Помощь необходима разным категориям – детям, семьям, инвалидам. Нуждаются в заботе также пожилые люди старшего поколения. О том, кто может стать соцработником и куда для этого обращаться, расскажет Лилия Курбанова. Тут я маленькая совсем. С сестрой двоюродной. Вы ходили тогда еще, Халима Павловна? Ну вот немножко ходила, да, с маминой помощью. Потом уже в старших классах уже надо приходили учителя. Уже в молодости она была прикована к кровати, а Хальме Искандаровой заботилась мама до последнего. Вот моя мамочка с двоюродными, с племянниками своими, мне, значит, двоюродные сестры. Они все, кто в Нефтекамске жил, кто в Ключе, сейчас уже никого нет живых. Когда мамы не стало, женщина случайно узнала о существовании соцработников. А вы бы сейчас смогли жить без соцработников? Да что вы, нет, конечно.
Нет, боже упаси. Тогда мне казенный дом, а этого я больше всего в жизни боюсь. Дома хочется. Дома и стены помогают, говорят. Больше 10 лет Халиме Искандаровой помогает Зульфия Миниахметова. Женщина ухаживает еще за 2 подопечными. Все лежачие, поэтому работа порой физически непростая. Мне сердце так подсказало. Мне вот с бабушками, с дедушками работать нравится. Если один день я отдыхаю, я не пришла, я уже звоню всем, они мне звонят. Мы общаемся, как делишки, кто как спал. Все рассказываем. Часто о тех, кому нужна помощь, сообщают соседи или знакомые. Для этого обращаются в Республиканский центр социального обслуживания населения. Номер телефона отдела признания граждан, нуждающимися в социальных услугах, вы видите сейчас на ваших экранах. Мы обязаны выявлять таких граждан, одиноко проживающих, допустим, кто-то нуждается в социальной помощи. Поступило обращение, наш сотрудник выходит, и там уже на месте, там где-то, например, в соседнем доме, например, скажет, вот зайдите, у нас там вот бабушка одна в соседнем доме, раз вы к нам пришли, зайдите, вот посмотрите, она тоже хочет, чтобы к ней соцработник приходил. Вот так, в принципе, это выявление происходит. Ежедневно в Республиканский центр обслуживания населения обращается от 30 до 40 человек. Заявки обрабатывают так называемые социальные участковые. Раньше они назывались координаторами. На весь Башкортостан 114 таких сотрудников. Они выезжают к нуждающимся и оценивают, какая именно помощь нужна. Квартира была вся захламлена, бабушка лежала, так скажем, полуголая, да, одинокая, никому не нужная, брошенная, так скажем. И мы уже выходили совместно с социальными работниками, купали ее, кормили ее. В соцработники идет и молодежь, но их меньше. При том, что специальности обучают в учебных заведениях, в ОУНИТе, в колледжах. Практику проходят, например, в Центре обслуживания населения. Сначала было тяжело здесь, непривычно, но сейчас люди хорошие, коллеги, и нравится помогать людям. Какой должен быть социальный работник? Терпеливым, отзывчивым и милосердным. За неполных 3 месяца этого года в службу позвонили почти 2000 раз. Из них 123 человека признали нуждающимися в помощи на дому. И более 20 определили в дома-интернаты. Обращаются за помощью и сами будущие подопечные. Почему вы решили уехать из дома? Там больницы нету, медсестры нету. У меня это болело, каждый раз в больницу никак, 35 километров. Далеко. Но, конечно, дом не забываю плохо. С директора до сиделки, медсестры, они очень хорошие. Такие люди, они как сказать, им надо терпение. Ой, много работы у них. У них вообще много работы. Мы же после 60 лет, мы же бываем капризные. В Башкортостане в этой сфере сейчас острая нехватка людей. Помимо соцработников требуются сиделки в дома престарелых и интернаты. Недостает около 1000 сотрудников. Очень редко кто любит пожилых. Оказывается, на свете, это есть исследование, всего 5% человечества любит пожилых. Нам нужны вот эти 5%. Нам нужны люди, которым не противно, которые, делая что-то хорошее, доброе, они от этого сами получают удовольствие. Вот нам такие люди очень нужны. По словам соцработников, сложно только поначалу. Так говорит и Наталья Фролова. В профессии она уже больше 20 лет. Когда я поступала, мне говорили, ой, как ты, не сможешь, мы со своими бабушками, с одной бабушкой не сможем, а как ты будешь работать? А я привыкла, мне нравится. Приходишь, они радуются, что я пришла. Если, не знаю, если чуть-чуть задержишься, но они уже распределены все, они уже, Наташа, с тобой ничего не случилось. Да, мы тебя ждем же. Я один раз ее по телефону назвала, Любовь Васильевна, вам что купить? На вы, она меня, всегда называет. Она мне говорит, ты что, на меня обиделась что-нибудь? Большинство социальных работников, которые заботятся о людях старшего возраста, это тоже взрослые люди. Экспресс-курс проводят после обращения к одному из поставщиков социальных услуг. Они есть в каждом населенном пункте.
В городах отделения разделены по районам для удобства. Их адреса и телефоны вы увидите, перейдя по QR-коду, который сейчас находится на экране. По ссылке список автономных некоммерческих организаций. Также можно обратиться в Центре занятости по месту проживания и стать тем, без кого невозможно жить. Лилия Курбанова, Азат Ишбулатов, Шамиль Каримов, Родион Матвеев. Итоги недели. Мы скорбим со всей страной, выражаем слова поддержки семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим при теракте в Крокус Сити Холл. На этом выпуск завершен. Берегите себя.